Добрый день, уважаемые участники вебинара. Рады видеть и слышать вас. Сегодня тема нашей встречи – организация и проведение городского этапа Республиканской педагогической олимпиады «Талантливый учитель одаренным детям». Слово предоставляется директору Центра развития одаренности и психологического сопровождения Турсунову Гажимбеку Куанышевичу. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Добрый день, уважаемые коллеги. Бүгінгі біздің семинарды өткізіп отқан мақсатымыз жалпы Астана білім беру ұйымдарының өкілдері, өзіміздің әріптестер, Астана дарындық дамыту және психология сөмілді орталығында жоспарланған іс-шаралар бойынша сіздерге ақпарат бергіміз отыр. Себебі біз күнде сіздермен вебинар өткізбейміз. Сол себептен бүгін енді өзіміздің осы педагогикалық шеберлік бөлімінің жалпы жыл бойы оқу жылында деп айтайық, қандай шаралар өткізеді, сол туралы сіздерге аздап тоқталып кетсек демекпіз. Сіздер білесіздер, республикалық дағдым ғылыми практикалық орталығы өзінің жұмысында 10-ға жуық педагогтарға арналған олимпиадалар, семинарлар өткізеді. Әрине, дарын республикалық ғылыми практикалық орталық өткізетін барлық шараларға өңірлерде орналасқан дарын орталықтары, оның ішінде Астана дарыны өз жұмысын сол дарын орталығының жұмысының негізінде қалыптастырады. Сол себептен сіздерге қазір мен айтқым келіп отқаны, біздің орталықтағы педагогикалық шеберлік бөлімі республикалық педагогикалық идеялар фестивалі деген шараны өткізеді. Онымен қатар онлайн форматта өтетін барлық пәндер бойынша педстарт деген қашықтық олимпиадалар бар. Біздің ұстаздар оған белсенді қатысады. Одан қалды республикалық үздік психолог деген конкурс бар. Республикалық үздік авторлық бағдарлама деген конкурс. Үздік мамандандырылған білім беру ұйымдары деген конкурс өткізіледі. Бұл конкурсқа тек қана дарынды балалармен жұмыс істейтін мектептер ғана қатысады. Яғни желіде отырған, приказда отырған, министрдің бұйрығында отырған Астана бойынша 6 мектеп бар. Ол білім инновация ұлдар лицейі, білім инновация қыздар лицейі, 82-ші мектеп, 81-ші, 87-ші және 9-ші зерде мектебі. Міне бұл конкурсқа осы 6 мектеп тікелей қатысуға мүмкіндіктері бар. Келесі шара ол республикалық талантты ұстаздарға дарынды оқушылар деген конкурс. Бұл конкурс бойынша біз сіздерге ерекше тоқталып өтеміз. Себебі бұл конкурс басқа конкурстарға қарағанда өзінің ерекшелігі бар, қиыншылығы бар деген секілді. Және оның республикалық кезеңге біздің астаналық командалардың, Астананың намысын қорғайтын командалардың сол республикалық деңгейдегі олимпиадаларда жақсы көрсеткішке жетуін біз қалаймыз. Сол себептен бұл конкурсында өзінің ерекшелігіне қазір біз тоқталып өтеміз. Сонымен қатар, бүгінгі таңда біздің осы педагогикалық шеберлік орталығы өзінің жұмысын жандандыру мақсатында ұстаздардың рейтингісін өткізіп отырмыз. Біз неофициально дейміз ғой, бейресми рейтинг. Бұл рейтингті республикалық пән олимпиадасында, ол республикалық пән олимпиадасы 4 кезеңде өтеді. Ол аудандық, қалалық, облыстық, республикалық дейміз. Міне осы деңгейлерде оқушыларын біліммен сусындатып жүрген, яғни олимпиадаға дайындап жүрген ұстаздардың оқушылары қаншалықты сапалы көрсеткіш көрсетіп жүр. Сонымен қатар халықаралық деңгейлерде шыққан ұстаздардың оқушылары, міне сол мұғалімдердің арасында біз сондай рейтингті қазір қолға алдық. Бүгінгі күні осы республикалық пән олимпиадасының аудандық қалалық кезеңдерінде білім көрсеткен және оқушылары жүлдеге ие болған ұстаздардың, сонымен қатар халықаралық олимпиадаларда жүлдеге ие болған ұстаздардың рейтингісін біз қалыптастырып отырмыз. Бұл қандай мақсатта жүргізіледі? Яғни бұл мұғалімдердің еңбегін бағалау үшін және олардың жемісін басқа ұстаздарға үлгі ету мақсатында осыны біз шараны қолға алып отырмыз. Себебі білесіздер, биылғы жылдары
облыс әкімімен, кешіресіздер, қала әкімімен кездескен кезде жаңағы үздік дайындаған ұстаздарымызға бір айлық есепте жаңағы сыйақы берілген болатынын, онымен қоса ноутбук берілген болатын. Сол себептен бұл жаңағы үрдісті біз әрі қарай жалғастырамыз. Қандай да бір педагогты қолдауға байланысты жаңағы үздік ұстазды анықтау дегенде біз осы рейтингқа сүйенетін боламыз. Ол айдаладан алынған рейтинг емес, өздеріңіздің ұстаздарыңыз қатысып отқан, көрсеткішті көрсетіп отқан ұстаздарды ел білу керек, жұрт білу керек, біз оларды мақтан тұтуымыз керек. Сол себептен бұл рейтингті біз әрде жалғастыратын боламыз. Тағы да ескертетін нәрсе, рейтинг тек қана республикалық пән олимпиадасы мен халықаралық олимпиадаға қатысып жүлдегер атанып жүрген ұстаздардың, осы олимпиадалардан ғана жүлдеге алынған ұстаздар ғана есепке алынатын болады. Қалған олимпиадалар енді оның жаңағы бұл престижный олимпиадалар болғаннан кейін, өзекті маңызды олимпиадалар болғаннан кейін, сол олимпиадаларды ғана біз есепке алып отырмыз. Сонымен қатар биылғы оқу жылынан бастап жаңағы республикалық пән олимпиадаларының қорытындысы бойынша біздің қаламызда ұстаздардың ассоциациясының жұмысы құрылатын болады. Ол әсіресе жаратылыстану математикалық бағыттағы 6 пән бойынша. Ол математика, физика, химия, биология, информатика және география пәндері бойынша. Міне бұл жерде де үздік ұстаздардың біз қорын құрып, өзіміз өткізіп жүрген қалалық Астана дарынның арнайы олимпиадалары бар, білесіздер. Сол олимпиадаларға тапсырмаларды әзірлеу, оның ережесін өзгерту, не болмаса қосымша бір тың деректер енгізу секілді жұмыстарды міне осы ассоциацияның құрамына енген педагогтармен біз бірлесіп жұмыс істеуге атсалысамыз. Екінші бір айтатын нәрсе, бізге өте қуаныштымыз. Бүгін біздің отырысымызға, вебинарымызға, значит, техникалық оқу орындары қатысып отыр. Сол себептен бұл кісілердің де бізбен бірге тығыз байланыста болған біз қалаймыз. Сол себептен бүгінгі қазіргі біз талант ұстаздарынды оқушы деген конкурс бойынша бұл жаңағы оқу орындарының типі дейміз ғой, енді орысша айтқанда, техникалық және кәсіптік білім беру оқу орындарының қатысатыны бізге анықталды. Яғни бізде педагогикалық мамандықты дайындайтын 3 сондай колледжіміз бар екен. Бұл жаңағы конкурстың, талант ұстазға дарынды оқушы деген конкурстың, сол колледждердің арасында да, студенттердің арасында да өтетіні сіздерге мәлім. Сол себептен бұны да біздің орталық арқылы республикаға жолдама алу үшін біздің орталық өткізетін қалалық кезеңге бұл колледждің оқушылары міндетті түрде қатысу керек болады. Менің енді айтатыным осы. Келесі сөзден де өзіңіз Алма Медет, сіз арға жүргізе берсеңіз. Рахмет. Рахмет. Республиканская олимпиада, педагогическая олимпиада, талантливый учитель одаренным детям. Это действительно очень интересный конкурс. Он интересен тем, что объединяет практически все сообщество, которое связано с педагогикой или которые настроены на работу с одаренными детьми, так как здесь работают буквально со всеми. Значит, в этой олимпиаде у нас будут участвовать и старшеклассники, те товарищи, ребята, которые хотят связать свою судьбу в будущем с учительством или с образованием и действительно работать с детьми. Далее, в этом же конкурсе будут участвовать ребята, студенты старших курсов, педагогических, гуманитарных колледжей. Далее, здесь будут участвовать студенты институтов и университетов, начиная со 2-го курса всех педагогических вузов, магистранты и учителя. Это вожатые, психологи и специалисты, наши преподаватели, учителя, стаж которых не превышает 5 лет. Правила полностью разработаны данного конкурса, разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан об образовании.
Конечно же, здесь же рассмотрены вопросы государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, а также с концепцией непрерывного педагогического образования педагога новой формации Республики Казахстан. Цель педагогической олимпиады – это, конечно же, создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников, формирование активного профессионального отношения молодых учителей к совершенствованию системы образования. Задачами олимпиады является повышение авторитета и престижа педагогической профессии, совершенствование методического уровня молодых педагогов, мотивация молодых педагогов в поиску и реализации инноваций. Конечно же, свобода пространства, так как здесь в первую очередь будет слово отдаваться свободе, свободе деятельности, свободе творчеству. Педагогическая олимпиада имеет ступенчатую структуру. Первая ступень – это учащиеся старших классов, как я уже сказала, организации образования, ориентированные на продолжение обучения в педагогических высших учебных заведениях. То есть это уже профориентационная работа своего рода. Потому что в ходе выполнения конкурсных заданий учащиеся могут продемонстрировать готовность к выбору педагогической профессии, педагогическую направленность своей личности, педагогическую эрудицию, уровень интеллектуального и общекультурного развития. Вторая ступень – это студенты педагогических университетов и институтов, а также учащиеся старших курсов наших гуманитарных колледжей, то есть ТИПО. Содержание олимпиады вот второго уровня, второй ступени позволяет продемонстрировать уровень овладения педагогическими знаниями и использование их уже в решении профессионально-педагогических задач и ситуаций. То есть, если ребята показывают, что они готовы получить это образование и готовы работать в сфере образования, то есть они это действительно будущее наше поколение, это будущие наши учителя, то во второй ступени студенты уже показывают свою подготовку именно работе в школе, работе с детьми. Третья ступень – это магистранты. Олимпиада позволяет магистрантам уже продемонстрировать уровень педагогической деятельности, именно подготовки профессиональной. Поэтому здесь можно будет увидеть и исследовательскую деятельность педагогическую, и профессионально-педагогическое обучение, и демонстрацию, конечно же, им профессионально важных качеств личности педагога. То есть здесь уже можно увидеть магистрантов как педагогов, как специалистов, которые уже имеют свои первые шаги. Четвертая ступень – это молодые педагоги, психологи и вожатые. Стаж работы абсолютно каждого участника не может превышать более 5 лет. То есть получается, что молодые специалисты могут участвовать в данном конкурсе один раз. Не имеют права участвовать специалисты, которые участвовали в последние 3 года. Все задания педагогической олимпиады основаны на том, чтобы как можно больше поднять стимул учителя, поднять авторитет учителя и, конечно же, еще раз обратить внимание на статус педагога. Основные критерии для определения победителей – это критерии, значит, оценивая системность и аргументированность, динамика профессиональной деятельности, полнота и разнообразие материала, эстетика оформления материала. При презентации степень готовности к представлению творческой работы, умение адекватно проанализировать успехи и неудачи своей деятельности, использование информационных, компьютерных технологий
искусство устной речи, яркость, выразительность, образность и грамотность речи, способность к импровизации, степень воздействия на аудиторию. Будет учитываться и общая культура. Это эрудиция и нестандартность мышления, коммуникативная культура. Если обратиться к презентуемому материалу, то есть это фрагменты урока, сценарий, то, естественно, будет обращаться внимание на методическую грамотность, фундаментальность знаний, использование новых технологий, психологическую атмосферу урока, реализацию целей и задачи, ну и, конечно же, рефлективность. То есть обязательно будет рефлексия, то есть способность определить уровень собственной успешности. Олимпиада будет нашего городского этапа проводиться в 2 этапах. Первый этап – это отборочный, период проведения отборочного тура с 19 по 23 апреля. Второй этап – городской, 28-29 апреля. Хочется сказать о том, что будет подробно, дополнительно сообщена информация, будет дана, как будет проводиться отборочный тур, на базе какого учреждения будет проводиться и каким образом. Городской тур будет проводиться, тоже дополнительно будет объявлено. Сроки мы говорим 28-29, а вот место проведения будет объявлено дополнительно. К отборочному этапу Олимпиады допускаются конкурсные работы учащихся. Это разработка коллективно-творческого отдела на одну из тем. Эти темы были опубликованы в письмах, которые были отправлены на электронные школы, на электронные почты школ, колледжей и вузов. Значит, это выдающиеся педагоги великой степи, Абай – мудрость народа и Ибрай Алтынсарин – просветитель казахского народа. Значит, необходимо будет подготовить одну из разработку на одну из этих тем, на одну из этих 3 тем. Далее, учителя, педагоги, организаторы, вожатые, психологи и магистранты пройдут тестирование по педагогике и психологии. Я уже сказала о том, что на конкурс не будут допускаться участники Олимпиады последних 3 лет. Единственное, хочется сказать о том, что если кто-то в прошлом году проходил отборочный тур, а дальше у нас не было Олимпиады, они имеют полное право подать заявку еще раз, так как у нас конкурс не состоялся. Все победители будут награждены дипломами и грамотами Центра Астана Дараны. Подробно о заданиях каждой категории, для каждой категории расскажет заместитель директора Центра по научно-методической работе Бисимбаева Женар Мулитхановна. Слово вам. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Я хотела бы остановиться более подробно на заданиях, которые ждут вас уже после прохождения отборочного тура. Отборочный тур, как сказала Алмадушанна, у нас для учащихся 10-х старшеклассников и учащихся колледжей, значит, это коллективно-творческое дело. Вы должны будете сдать сценарий, полный сценарий коллективно-творческого дела. Он должен быть очень интересный, содержательный сценарий. И отрывок из этого сценария вы должны будете, если пройдете отборочный тур, уже продемонстрировать на сцене. Демонстрировать на сцене отрывок из этого сценария. Затем те педагоги, магистранты, психологи, вожатые, прошедшие тестирование, они уже будут, значит, выполнять
выполнять задания, которые сейчас я вам скажу. Так, значит, задание для старшеклассников. Должна быть команда сформирована не более чем из 8 человек. Эта команда, значит, выполнять будет 2 задания. Первое задание – это самопрезентация, визитная карточка. Так, ну, те школы, которые ежегодно участвуют, в принципе, даже ждут эту нашу педагогическую олимпиаду традиционную, они уже знают о том, что приветствуется для команд оформление единое, название, девиз, эмблема, единая форма одежды. Это все очень смотрится, во-первых, стильно, красиво. И одно из требований, значит, критерий оценивания будет как раз обращаться внимание на выполнение всех этих требований. При выступлении вы должны будете обязательно продемонстрировать артистичность, культуру выступления, и обязательно одним из критериев это будет соблюдение регламента. Так, значит, регламент у нас 10 минут, поэтому если вы время выступления используете менее 10 минут, это даже будет лучше, но не более. Затем второе задание, это будет коллективно-творческое дело. Вы, значит, сценарий, которого вы до этого заранее нам подавали, показываете оттуда отрывок, значит, длительностью до 15 минут. Значит, здесь у вас дается 2 темы, да? Вы выбираете одну, это учитель профессии дальнего действия, главное на земле, и выдающиеся педагоги Великой Степи. Одну из этих тем вы выбираете, и отрывок на длительностью 15 минут показываете на сцене. В команде, еще раз напоминаю, не более 8 человек. Вспомогательных кого-то привлекать уже нельзя. Это по требованию. Такие же задания, подобные, для студентов гуманитарных колледжей. Это также команда не более чем из 8 человек. Значит, самопрезентация, визитная карточка, длительностью также не более 10 минут. Здесь точно так же будет приветствоваться, если у команды будет единая форма, эмблема, единый стиль и так далее. Также приветствуется артистичность, какая-то способность к импровизации, степень воздействия на аудиторию. Вот эти критерии все будут использоваться, вернее, будут оцениваться членами жюри от 1 до 10 баллов. И второе задание точно так же, как и у старшеклассников, это отрывок длительностью до 15 минут, это коллективно-творческое дело на одну из предложенных тем. Все темы у вас в информационных письмах указаны. Это что касается командных выступлений. Теперь у нас следующие 4 категории. Это молодые педагоги, вожатые, студенты-магистранты и психологи. Так, учителя, молодые педагоги, у них первое задание – это у них самопрезентация длительностью не более 7 минут, педагогический дебют. Так, здесь вам нужно будет представить себя, ну, уже на ваше, конечно, усмотрение, у кого насколько фантазии. Значит, вы должны будет приветствоваться, если вы нестандартно представите себя, если это не будет монотонно, если вы используете весь свой артистизм, все это будет оцениваться членами жюри. И второе задание – это у нас педагогическая идея или кладовая педагогического мастерства. Опять же, нужно будет обязательно выдерживать регламент 10 минут, плюс 5 минут для ответов на вопросы жюри. На втором задании хочется обратить внимание именно в категории молодым педагогам на то, что выступление во втором задании у вас обязательно будет в формате TEDx. Что такое выступление в формате TED, вы можете посмотреть в YouTube. Очень много выступлений на русском, на казахском, на английском языках, ted.com. По этой ссылке, если вы пройдете, там, значит, в YouTube есть примеры, образцы даже можете для себя сначала посмотреть, что это такое TED-выступление. Это обязательно должна быть у вас... Вы не должны читать, вы должны рассказать о своей профессии, о своей
профессиональной деятельности именно живое выступление должно быть, не привлекая какие-то вспомогательные ресурсы. Только вы и аудитория. Вы должны показать, насколько профессионально вы можете владеть аудиторией, завлечь ее, увлечь, рассказывая именно о своей профессиональной деятельности. И не забываем о регламенте 10 минут. Так, это задание для молодых педагогов. Следующая категория у нас вожатые. Вожатые, ну, в некоторых школах это вожатые, в некоторых школах это педагоги-организаторы. Это будет одна и та же категория. Так, у них задание. Самопрезентация также до 10 минут. Еще раз напоминаю о регламенте. Визитная карточка. Ну, насколько у вас фантазия будет, значит, оригинальность, выразительность, эмоциональность, все это приветствуется во время оценивания вашего выступления. Второе задание у вожатых или педагогов-организаторов – это, значит, на выбор. Вы выполняете одну из 3 предложенных тем. Презентация программы деятельности детской организации, профессиональный конкурс, там, значит, в информационном письме и плюс в положении все это указано. Значит, или проблемная лекция. Везде у нас различные даны длительности регламентов, поэтому, пожалуйста, все это обязательно учтите при исполнении. И третье задание есть у нас у вожатых категорий, это творческое портфолио. Значит, и бумажный, и электронный вариант. Электронный вариант вы сдаете, и бумажный вариант с собой приносите. Так, вот такие задания в категории вожатые. В этом году у нас так же, как и студенты колледжей, значит, у нас новая категория. Появилось задание, значит, студенты и магистранты вузов. Так, им на что нужно будет обратить внимание. Точно так же, как и в других категориях. Первое задание – это самопрезентация, которая называется «Я молодой ученый», регламент 7 минут, не более 7 минут. Точно так же вы сами себя представляете. Чем артистичнее, чем необычнее и нестандартно вы себя представите, это, конечно, будет более высокую оценку иметь. И второе задание – это защита инновационных проектов или идей. До 10 минут дается регламент. Значит, все требования к инновационным проектам даны также в положении, критерии оценивания даны, на что нужно вам будет обратить внимание. Так, это у нас новая категория в этом году. Так, и заключительная у нас категория – это психологи. Молодые психологи со стажем не более 5 лет. Точно так же у них первое задание – это самопрезентация, где они рассказывают о себе, представляют себя. Чем необычнее и креативнее вы себя представите, тем выше будет балл. И второе задание – это защита идеи и территория творчества. Еще раз обращаю внимание, регламент не более 15 минут, это уже включая вопросы жюри. Значит, вам нужно будет представить здесь свой авторский мастер-класс, мини-семинар, мини-тренинг или дидактические супервизии, какие-то сессии с использованием своего опыта работы, с методическими обязательно разъяснениями, интерактивные лекции. Но сейчас это, в принципе, не проблема. Поэтому все это вы можете продемонстрировать. Конкурс «Обязательное требование» должен быть авторским. Поэтому на все это будет обращаться внимание членов жюри и оцениваться от 1 до 10 баллов. Так вот, эти 6 категорий, которые ожидают свое выступление уже в конце апреля. Поэтому времени у вас остается мало. Всем желаю удачи на первом отборочном туре и отличного выступления на втором городском. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас слово предоставляется педагогу-психологу нашего центра Сейхан Бексултану, который расскажет о том, что как психологически подготовиться к публичному выступлению. Слово вам, Бексултан. Здравствуйте, уважаемые участники. Сегодня мы поговорим как психологически подготовить к публичному выступлению. Причины и основы пути борьбы с волнением – это корень проблем кроется в наших инстинктах,
направленное на себя, внимание неосознанно воспринимается как угроза. Неверно направленное внимание формирует страх негативного восприятия аудитории и опасения не достичь цели. Волнение – абсолютно нормальное психоэмоциональное проявление перед выступлением. Этапы подготовки к выступлениям – это первый этап принятия страха. Обуздайте свой страх. Напомните себе, что небольшое волнение перед произнесением речи полезно. Оно тренирует сосудистую систему. Многие даже находят его приятным. Окажитесь от стремления быть совершенным и признайте за собой право на ошибку. Примите факт о том, что аудитория не обязательно будет критиковать вас, как вы сами делаете. Зачастую ошибку слушатели просто не замечают. Психологические упражнения на преодоление страха. Формулирование. Четко дайте определение источнику страха и место его расположению, цели, причину и беспокойства. Экстраверсия. Настройка на открытость, контакт с аудиторией. Самое страшное – ответьте себе, что произойдет, если вы провалитесь. У вас публика смеются, что вам самому стало весело, а смех – лучшее средство от боязни. Второй этап – это проработка канала восприятия, то есть проработайте над 3 каналами восприятия выступления. Перед выступлением это что говорит оратор, как он это делает, что показывает невербальное. Продумайте свой имидж. Ваш образ должен быть гармоничным. Тщательно проработать текст выступления. Это уменьшит тревогу перед неизвестностью. Сделайте план, выстроите структуру доклада, отрепетируйте речь перед зеркалом, запишите себя на видео или на диктофон. Подумайте, какие вопросы вам могут задать зрители. Узнайте, в каком месте вам предстоит выступать. Третий этап – это управление дыханием и телом. Чтобы справиться с физиологическими проявлениями стресса, нужно убрать мускульные зажимы и научить контролировать свои мышцы и связки. Глубокое дыхание помогает выровнять голос, убрать из него дрожание и спинки из-за нехватки кислорода в легких. Расслабиться и успокоиться вам помогут физические упражнения. Сжигание адреналина, то есть приседания, взмахи руками, отжимания, гормональная стабилизация, мелкие движения удара, не сильные по грудине в области вилочковой железы, снятие нервного напряжения. Пройдитесь быстрым шагом, около 10 минут. Разминка плеч и шеи. Медленно наклоняйте их, вращайте из стороны в сторону. Встряхивание рук и ног. Поднимайте каждую конечность по очереди и резким движением отпускайте вниз, как будто хотите избавиться от капель воды по коже. Разминка пальцев ног. Интенсивно сжимайте и разжимайте их. Махи ногами в воздухе. Без опоры под ступнями, если поблизости есть турник, повисите на нем. Если нет, сидите на стол или повесьте ноги, переплетите их, немного помашите вперед и назад. Объединить физиологическую и психологическую тренировку можно, используя следующих методик. Это заводящие жесты, жест «Yes» и корсет уверенности. Как снять стресс во время публичного выступления? Учитесь во время выступления, думая не о волнении, а о сути доклада. То есть цели доклада, как довести материал в аудиторию, демонстрируйте признаки уверенности. Зрительность – это ровная осанка, расправленные плечи, улыбающееся лицо, прямо фиксирующий взгляд. Слуховые – это громкий и ровный голос, произношение без запинок, нелогичной паузы. Жесты – они должны быть плавными, четкими, не слишком медленными и не суетивными. Успокойтесь о нервозности, держа в руке карандаш, и сосредоточьтесь в речи. Движение
их необходимо упорядочить, следить, чтобы не играли руки с волосами или микрофоны не метались на сцене. Уверенность оратора зависит прежде всего от опыта работы перед аудиторией. Как можно больше потренируйтесь перед разной аудиторией, и к вам придет внутреннее спокойствие. Спасибо за внимание, уважаемые участники. Алмадашанна. Спасибо большое, Бексултан. Мы сейчас вот просматриваем комментарии, выбрали специально YouTube-канал для того, чтобы как можно больше у нас участников услышали. Это первое. Во-вторых, чтобы могли действительно просмотреть еще раз. Если есть какие-то вопросы, вы можете обратиться к нам в Центр Астана Дараны. Положение конкурса нашей Олимпиады полностью опубликовано на сайте нашем, значит, Астана Дараны, и на республиканском. Единственное, хочу сказать о том, что чем отличается в первую очередь республиканский тур, республиканский этап этой Олимпиады. Тем, что наш городской этап проходит бесплатно. Республиканский, если вы проходите на республиканский этап, там нужно будет оплатить какую-то сумму. Об этом уже будем говорить чуть попозже, потому что на республиканский этап выходят только победители нашего городского тура, тура именно педагогической олимпиады. Значит, вот сейчас мы вопросы посмотрели, что да, действительно просят вопрос о положении. Я уже сказала о том, что на сайте можете посмотреть. И если есть какие-то вопросы, то можете обратиться по телефону или же в Центр Астана Дараны. Так, и еще одно. Хотелось бы сказать о том, что цель нашей была встречи для того, чтобы как можно больше рассказать об этом празднике. Это не просто педагогическая олимпиада, это праздник творчества, праздник образования, праздник науки. Это действительно праздник учителя. Поэтому хотелось бы, чтобы подошли серьезнее, посмотрели, как лучше подойти. И, конечно же, наше столичное образование на республике представляли самые лучшие команды, самые лучшие специалисты. Поэтому удачи вам всем. Если есть вопросы, можете обратиться. Спасибо. Алмадушана, давайте я добавлю. Хорошо. Құрметті әріптестер, действительно, вот Алмадушана дұрыс айтып отыр. Значит, все мероприятия, все положения, мероприятия, которые проводит Астана Дараны, он находится на сайте. Значит, у нас на сайте есть ссылка. В меню на сайте прямо есть ссылка для учителей, он называется. Там все расположены, все мероприятия, положения, как можно там участвовать, вы можете увидеть на сайте. Кроме этого, у нас есть социальные сети, да, это телеграм-канал, это наш YouTube, это наш Facebook, Instagram. Значит, вы можете тоже подписаться и получить достоверную информацию. Құрметті әріптестер, Астана Дарының орталығының сайтында ұстаздарға арналған деген арнайы сілтеме бар. Ол сілтемеде ұстаздарға арналған іс-шаралардың атаулары, олардың ережелері жарияланған. Сонымен қатар Астана Дарын орталығының әлеуметтік желілері, ол Telegram каналы, Instagram, Facebook, YouTube каналдарына жалпы өздеріңіз ғана емес, сонымен қатар мектептеріндегі оқушылардың да жазылып тіркелуін біз қалаймыз. Себебі барлық қазір білесіздер енді әлеуметтік желілердің дамыған соншалықты барлық информация, бар ақпарат сол әлеуметтік желілерде орналасқан. Сол себептен менің ойымша, егер жүйелі жұмыс біздің орталықпен жүйелі жұмыс жүргізгілеріңіз келсе, міндетті түрде сіздер сол сайтқа, сол жаңағы әлеуметтік желілерге өздеріңізде мектеп оқушыларында тіркеулеріңіз керек деп ойлаймын. Себебі ол сіздердің жұмыстарыңызға, балалармен жұмысты ұйымдастыруға жеңілдік береді, және өзіңіз мектептегі директордың жаңағы
орынбасары болсаңыз, сіздің жаңағы мектебіңізде жұмыс істейтін әрбір ұстаз осы біздің әлеуметтік желілерге және сайтта тіркелулері керек деп ойлаймыз. Бүгінгі іс-шарамызға осымен аяқталады. Барлықтарыңызға көп рахмет, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Осындай онлайн кездесулерді біз әлі де дәстүрге айналдыратын боламыз. Көріскенше деп айтайық. Сау болыңыздар. Sağ olun, рахмет.